Assalamu alaikum урматтуу кесиптештер. Биринчиден бүгүнкү биздин жолугушуубуз бул биз эл өкүлдөрүбүз жогорку кеңештеги Казакстан Республикасынын мажлисидagi депутаттар, биз эл өкүлдөрүбүз, биздин функцияларыбыз бар. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Достукча, тууганча, агайын иче кучакташып тосуп алганды. Biz ушул депутаттар кандай кучакташып учурашсак, келечекте биздин айдоочуларды дагы казак тарабынын бажычылары кучактап тосуп алганын, казак айдоочуларын кыргыз бажычылары кучактап тосуп алганын каалайт элем ушундай. Себеп бизде Кудай кааласа көптөгөн келишимдер бар. Дорогие друзья, наша функция как народного представителя заключается в том, что в отличие от политиков, в отличие от дипломатов, говорит на народном языке. Что говорит народ, о чем думает народ, об этом должны говорить сегодня мы с вами. Тем более между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан должны разговаривать без всякой дипломатии. Все, что спонтанно, оно искренне. Я обратил внимание на то, что на протяжении последних 15 лет, 20 лет подписываются различного уровня соглашений и договора. Вся проблема в том, что эти договора не выполняются. Проблем нету. Очень красивые соглашения есть, очень красивые договоренности есть между правительством, между государствами, между ведомствами, между таможенными службами, между государственными пограничными службами. Проблема, трагедия в том, что она не выполняется. Почему? Есть разные причины. Вот сейчас с казахской стороны специалист по налоговым вопросам человек подтвердил то, что он предъявляет претензии, мы как депутаты Кыргызского парламента должны признавать. Есть такие болезненные места. Но в то же время есть и аналогичные болезни и с другой стороны. Я приведу несколько примеров, уважаемые коллеги. Между нами существует соглашение между правительством Кыргызской республики и правительством Республики Казахстан о режиме кыргызско-казахстанской границы, подписанное в городе Астана 25 декабря 2017 года, ратифицировано закон парламентом Кыргызской республики от 2 августа 2018 года за номером 83, где говорится: соглашение между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан о сотрудничестве с охраной государственной границы еще от 15 декабря. Вот таких соглашений у нас 8 штук. Кыргызда бирге барда токтом көп, пайда жок. Келишим көп, пайда жок. Жыйын көп, жыйынтык жок. Мына ушул жерде здесь пишется, конкретно пишется, статья 18. При транзитном передвижении через территорию государств сторон разрешается неоднократное пересечение государственной границы. Первое. Без процедуры пропуска. Это соглашение. Это ратифицированный документ. Это международный документ. Если со стороны Кыргызской республики предъявляются какие-то претензии, дорогие коллеги, депутаты, в отличие от министров, мы более независимы. Мы представители народа. Страдает народ. Вы должны говорить: дорогие коллеги, есть телефон, мобильный, технология новая. Позвонить и попросить: уважаемые соответствующие коллеги, комитеты Жогорку Кеңеш Кыргызской республики, у нас есть такие проблемы. Обратите на это внимание, пожалуйста. Мы должны почаще проводить такого рода заседания. Почаще, если хотите, ежеквартально. Ибо мы являемся слугами народа. Народ страдает. Вот мы сейчас со стороны Казахстана посмотрели. Сколько километров фура? Со стороны Кыргызстана доходило до 8 километров. В чем проблема, в чем трагедия? Укажите, если кто-то не зарабатывает, кто-то виноват, какой-то чиновник, от этого водители не должны страдать. И более того, не должны страдать крестьяне. Далее вот 18 статья гласит: транспортных средств по участку автомобильной дороги Кыргызской республики Бишкек-Нарын-Торугар, проходящей по территории Жамбылской области Республики Казахстан. Если какие-то претензии есть со стороны Республики Казахстан, я вас уверяю, мы, как Комитет по международным делам, безопасности и обороны, мы готовы 24 часа рассматривать ваши заявления. Мы готовы. Потому что, посмотрите, сейчас импорт, экспорт
процентном соотношении изо дня в день падает. До того, как мы создали единое экономическое пространство, жить было легче, чем сегодня. Запрещается изменение установленного маршрута движения, остановка транспортных средств, высадка, посадка лиц, выгрузка, погрузка грузов и иного имущества, подъем в воздух, посадка или прием любого летательного аппарата, в том числе беспилотного. Пожалуйста. Это ратифицировано между двумя парламентами соглашение. Это не прихоть какого-то там ведомства. Проблема это не выполняется. А если не выполнимы соглашения, мы должны правительству четко сказать, не надо подписывать такое соглашение, потому что это фигная грамота. Солай емес пе, бауырлар. Қол бердік, ол бұрын айтқан сөзді тұруымыз керек те. А тұрмағаннан кейін ол қағаздың не қажеті бар бізге? Договор о вечной дружбе между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан, подписанный в городе Алматы в 1997 году, 8 апреля, ратифицированный Кыргызским парламентом 24 июля 1998 года за номером 112. Статья 8. Высокие договаривающиеся стороны способствуют развитию двусторонних экономических, торговых отношений, связей в области науки, культуры, образования, технологий, 5-10. Потом с этой целью высокие договаривающиеся стороны создадут необходимые правовые, экономические, финансовые и торговые условия для постепенного перехода к широкому и эффективному перемещению товаров. Кто мешает нам этим заниматься? Кто мешает, дорогие коллеги? Посмотрите, создать постепенный переход к широкому и эффективному перемещению товара. Мы должны унифицировать законодательную базу, дорогие коллеги, унифицировать. Мы должны одновременно обсуждать соответствующие комитеты все те законы, которые относятся непосредственно к кыргызско-казахским отношениям. Вот это и есть базовое соглашение, базовый договор о вечной дружбе. Это высочайший договор, подписанный между двумя президентами и ратифицированный парламентом. Следующий договор. Договор о союзнических отношениях между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан, подписанный 25 декабря 2003 года в городе Астана. Ратифицированный парламентом Кыргызской республики 8 августа 2006 года за номером 160, где четко говорится, договаривающиеся стороны создают условия для углубления взаимной экономической интеграции. Какая интеграция может быть, если на границах у нас стоят многокилометровые пробки? Как мы можем интегрироваться? В этих целях договаривающиеся стороны принимают меры по поэтапному сближению основных экономических показателей, гармонизации законодательства. Здесь конкретно говорится, что о гармонизации законодательства. Кыргызстанда кандай мыйзам болсо, Казахстанда ошондой мыйзам керек. Кыргыз жарандар ошол мыйзамды окуп, Казахстанга өтүп баратканда бирдей мыйзамдын талабына жооп берерлик болуп даярданышы керек. Я здесь хочу ради справедливости подчеркнуть, что с обеих сторон исполнительные органы власти работают крайне недостаточно. Из-за отсутствия информации, какие требования предъявляются при пересечении границы, страдают простые водители. Абсолютно безвинные люди, они страдают. Екінші жағдайда бұл с высокой трибуны нельзя говорить, но бір туыспыз ба, бір қалыппыз деп айтамыз. Қырғыз менен қазақ құстың бір қанаты дейміз ғой енді. Сол қанатын қырқып салсаң, 10 қанат менен ұшып қайда барады бұл? Ошол менен екі қанатын тең бірдей ұшыруымыз керек қой, бірдей баруымыз керек қой. Біз бири-бирибизге доомат айтканын келбешimiz керек. Бири-бирибизге көмөк көрсөткөнүн келүүбүз керек. Мына ушул мамилеге чыгышыбыз керек. Биз бири-бирибизге ишеним артылыбыз керек. Ишеним артылбаса, какие только соглашения не подписывают, это бесполезное дело. И, наконец, последнее. Соглашение между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан о сотрудничестве и охране государственной границы. Дорогие друзья, у нас есть даже соглашение о совместном охране государственной границы. Я думаю, что после сегодняшней встречи мы будем делать соответствующие выводы, дорогие друзья, отбросив всякие протокола, какие-то там дипломатические ходы. Мы должны по-родственному общаться, относиться друг к другу с доверием, тем более у нас есть соглашение о вечной дружбе. Она bir kişinin bir gözü, on gözü Kırgız bolsa, sol gözü Kazak деп айтады. Оң көзі күліп тұрса, сол көзі жылай алмайды.
Bir көз жылап отырса, екінші көз күле албайды. Біз ушуну жасашыбыз керек. А вот эти вот дипломатические какие-то там очень красивые переговоры абсолютно не смягчает ситуацию. Она не помогает нашему народу. Мы должны договориться. Давай, по рукам. Бүтті. Табыс. Bir aydan кейін қырғыздар Қазақстанға келеді, bir aydan кейін қазақтар Қырғызстанға келсін, біз қарайық. Не болды? Не өзгерді? Мына қазақ біздің повардаштар ыстық көлге барғанда айтады, дайын, қырғыздың милиционерлері қанымызды ішеді. Ошол қан ішіп жатқан жерге барыш керек дағы, ошол қанды қырғыз тоқтатышы керек. Бүтті, башқа мәселе жоқ. Асманға ұшудың қажеті жоқ, айға барудың қажеті жоқ. Адам болайлы, жерге түшелі, адам қойып жатқан мәселені шешеді. Инсан қойып жатқан мәселені. А біз бәріміз ант бергенбіз. Приступая к исполнению обязанностей депутата парламента, клянемся свято соблюдать Конституцию Кыргызской Республики. А Конституция Кыргызской Республики, как и Республика Казахстан, соблюдать права граждан государства. Это элементарная формула. Если я где-то там не так выступил, прошу прощения, это от того, что вот скоро начнется. Самые быстро портящиеся товары километрами будет стоять со стороны Кыргызстана. А они, дорогие друзья, у нас 65% населения Кыргызстана, которые занимаются сельским хозяйством. Это единственный источник пропитания большинства граждан Кыргызской Республики. Если фура будет там стоять 24 часа или хотя бы там 15 часов, считайте, что весь годовой труд на смарт. Біз ошол әрбір адамдың тағдырын қарашыбыз керек. Әрбір дыйқанның тағдырын қарашыбыз керек. Ошол дыйқанның үйінде 6-7 баласы балапан сияқты оозун ачып күтіп отырады. Атам бирдеме алып келет. Атасынын иштегени баары асманга кетет. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерге ийгилик каалайм. Баарыбыз амандыкта бололу. Бираз бири-бирибизге чындыгында адамча мамиле кылып, жакшылыкча мамиле кылалы. Бири-бирибизди сындабайлы. Не будем мучить никого абсолютно, но в то же время критически относиться, вот, допустим, где-то допускается ошибка, мы не должны радоваться. Если в Казахстане, если в Кыргызстане, то вы не должны радоваться. У нас общее дело. Общее дело, дорогие друзья. Пока что вот здесь висит государственный флаг, который олицетворяет народное доверие. Мы должны каждый день, каждый час пытаться оправдать это доверие. Желаю удачи, успехов. Давайте почаще встречаться, почаще обсуждать и почаще обниматься. И не только там на государственной границе, просто по-человечески встречаться. Сөйтеміз, Аллах насип кылган болсо, менин үмүтүм бар, ушундай жол менен кетебиз. Башка жолубуз жок. Кыргызда да жок, башка жол, Казакта да жок. Кыргыздагы жолубуз ушул Казакстан аркылуу өтөт, учагыбыз Казакстан аркылуу учат, темир жолубуз Казакстан аркылуу өтөт. Биздин башка бара турган жолубуз да жок. Уча турган асманыбыз да жок. Ушуну билишибиз керек дагы. Биз өкмөттү карап отура бербей, эл өкүлдөрү ушул багытта жумушту иштешибиз керек. Биринчи алгачкы кадамыбыз ак жолдой болсун. Майлы сүттүү болсун. Урматтуу комитеттин төрагалары Айгүл айым, Чыңгыз мырза дайым жакшылыкта жолугушканды жараткан биздин маңдайыбызга жазган болсун. Рахмат барлыгыңызга.